В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите сегодня. Наши корреспонденты восстановили хронологию событий розлива топлива в Среднеколымском районе. Подробности в сюжете через минуту. Якутяне почтили память участников Великой Отечественной войны, присоединившись к всероссийской акции «Минута молчания». Рекордный уровень в плюс 38 градусов жары зафиксировали в Верхоянском районе Якутии. Такие температуры на полюсе холода наблюдают впервые. Порядка 4 тонн дизельного топлива утекло в почву из резервуаров электростанции в селе Аргахтак Среднеколымского района. Об инциденте стало известно накануне. А на сегодняшний день для устранения последствий происшествия задействованы не только сотрудники Сахаэнерго, но и бригады МЧС, а также регионального министерства экологии. Подробности в сюжете с Аргаланы Неустроевой. Говорить о масштабах экологического бедствия пока рано. Однако по предварительным данным в почву Среднеколымска утекло порядка 4 тонн дизеля. И это спустя всего лишь месяц после печально известной утечки в Норильске. Тогда 21 тысяча тонн разлилась далеко за пределы промышленной зоны. На устранение последствий незамедлительно были высланы бригады из Якутска. После принятия сообщения незамедлительно были задействован план по ликвидации разлива нефти субъектового уровня, а также доведена информация до предохранного прокурора и правительства Республики Саха-Якутия. Сейчас в отношении акционерного общества «Сахаэнерго» ведется административное расследование. Также по поручению прокуратуры республики прокуратура Среднеколымского района организовала проверку по факту утечки. На место происшествия по поручению прокурора республики вылетел якутский природоохранный прокурор. В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечению безопасности объектов электроэнергетики, законности действий должностных лиц. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Республики Саха-Якутия. В настоящее время работниками Сахаэнерго ведется перекачка топлива в соседние емкости. В готовности также находится автоналивник объемом 7 тонн. Помимо прочего, для устранения последствий используются заградительные боны, сорбенты и насосы. В данный момент бригада в составе 9 человек вылетела из города Якутска. Формат бригады состоит 4 специалиста из города Якутска, также 4 специалиста от специализированной организации по ликвидации данных нарушений. Главная опасность, что ядовитый для окружающей среды дизель может легко попасть в близлежащую реку Алазея. До нее от места разлива меньше 100 метров. Как это скажется на жизни местных жителей, пока неизвестно. Одно понятно – проблему опасного соседства необходимо решать и как можно скорее. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск, Среднеколымск. 69 человек выздоровели и 85 новых больных коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице региона 61 случай. Всего с начала пандемии в Якутии зафиксировано 3742 случая коронавирусной инфекции. 33 человека на сегодня находятся в тяжелом состоянии. Колл-центр «Волонтеры Конституции» ведет активную работу в регионе. Его основной целью стало помочь маломобильным гражданам старше 60 лет. Что входит в обязанности волонтеров и какие чаще всего вопросы возникают у граждан, узнавала Полина Долинская. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я вас беспокою из Республиканского волонтерского корпуса. Мы собираем списки пожилых людей, которые хотят на дом пригласить избирательную комиссию, чтобы проголосовать на дому. Анастасия Попова занимается волонтерской деятельностью уже более 3 лет и была в числе одной из первых, кто приступил к работе на информационной точке «Волонтеры Конституции». Как признается сама Анастасия, в таком деле просто необходимо быть терпеливым к тем, кто больше всего нуждается в помощи. В период пандемии, работы, мне кажется, стало намного больше. И люди уже стали более сплоченнее. Раньше волонтерами были мои одногруппники. И сейчас волонтерами стали не только мои сверстники, а люди, которые уже давно взрослые, работающие, имеющие семьи и так далее. Это так как-то вдохновляет и воодушевляет.
Волонтеры Конституции – главные герои перемен. На сегодняшний день по всей республике работают 34 районных штаба и 1220 волонтеров, которые прошли специальное обучение. На информационных точках добровольцы рассказывают гражданам возрастной категории 60+, о предстоящем голосовании и предлагаемых изменениях в Конституции. А также уточняют более удобный способ голосования – на дому либо в избирательном участке. Статистика на сегодняшний день показала, что большинство людей хотят позвать на дом проголосовать. Вот. Даже сейчас мы, когда вот обзваниваем, есть у нас наши пожилые люди, которые уже онлайн будут голосовать. Это примерно человек на сегодняшний день 60 из 8 тысяч звонков. Ежедневно по горячей линии совершается более 11 тысяч звонков. По каждому заполняется индивидуальная таблица, а в конце дня общая статистика, которую отправляют в республиканский штаб. Помимо стандартных вопросов, добровольцы всегда интересуются состоянием здоровья граждан, что еще раз доказывает, что волонтер – это не работа, а призвание. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Менее полутора недель осталось до общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдет 1 июля. Исполнить гражданский долг можно и не по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление на любом участке избирательной комиссии или же через портал госуслуг. Понадобится документ, удостоверяющий личность. На любом избирательном участке можно открепиться и закрепиться за другим. Выбрать можно любой участок в пределах округа или вовсе другой регион. Голосующий получит вторую часть заявления, где есть QR-код. С ним он приходит в день голосования на тот участок, за которым закрепился, и его уже внесут в список. Ваше отношение к поправкам в Конституцию Российской Федерации? Ну, отношение положительное, потому что считаем действительно, что поправки эти назрели, потому что время как бы стремительно, то есть очень много изменений. Хотелось бы отдельно выделить меры социальной поддержки, которые будут закреплены в Конституции, это индексация и так далее. Но все-таки хотелось бы также рассмотреть каждую поправку отдельно, то есть и чтобы голосование было организовано по каждой поправке отдельно, а не общим пакетом. Сегодня меня, как директора Центра семейного устройства, волнует вопрос, почему так много на сегодня детей находится вот в таких учреждениях. Поэтому я считаю, что эту поправку самой наиважнейшей. Знаете, хотелось бы выделить 5 основных поправок. Это такие, как защита института семьи и детей. Это регулярная индексация социальных выплат и пособий, да, это, я считаю, немаловажно. Это индексация пенсий, доступность и качество медицинского обслуживания. Якутяне почтили память участников Великой Отечественной войны, присоединившись к всероссийской акции «Минута молчания». Она прошла в 18:15 по местному времени. Также напомним, что в этом году есть возможность вспомнить каждого погибшего и зажечь 27 миллионов виртуальных свечей. Зажечь свою свечу онлайн можно на сайте деньпамяти.рф, а также в социальных сетях. К скорби присоединился Верхневилюйский район. Территориальный отдел МВД вместе с общественниками отдали дань памяти павшим в Великой Отечественной войне на площади Победы в селе Верхневилюйск. В честь этого произвели залп и возложили цветы к мемориалу солдат. Годы все больше и больше отдаляют нас от тех трагических событий. И 22 июня имеет совсем другое масштабное значение для каждого из нас. Это память, это день скорби, это память о тех миллионах, в первую очередь, солдат, погибших и отдавших свои жизни ради нашей страны, ради нашего будущего. О тех миллионах павших в тылу, а также в оккупационных территориях и концентрационных лагерях. День скорби для нашей страны, 22 июня, имеет также значение, чтобы дальше передавать подрастающему поколению память о той войне, о той Великой Отечественной войне. В субботу на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошла генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Участвовали 100 единиц бронетехники, 30 самолетов и вертолетов и 4500 военнослужащих. Среди техники легендарные машины. Это танк Т-34, Т-72БЗ, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, истребители Су-35С и Су-30СМ и другие. Напомним, что массовые мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы, были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. К другим темам. Банк ВТБ продолжает поддержку бизнеса в регионе. Один из крупнейших банков страны только за последние месяцы работы оказал существенную финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. Это не только выдача кредитных продуктов, но и реструктуризация уже выданных. Более подробно расскажет мой коллега Дмитрий Тимыров. Банк ВТБ, один из крупных банков страны, поддержал пострадавший от пандемии малый и средний бизнес. Так, по новой программе государственной поддержки занятости и восстановления деятельности банк выдал предприятиям и индивидуальным предпринимателям Якутии 68 кредитов на сумму 638,5 миллионов рублей по 2% годовых. Мы отмечаем большое количество заявок по данной программе. Наиболее высокий спрос среди пострадавших отраслей. Это сфера услуг, сфера общественного питания, транспорт и перевозки. Как отметили в банке ВТБ, в работе на сегодня еще находится более 38 заявок на сумму 250,5 миллионов рублей. В рамках новой госпрограммы, запущенной 1 июня, клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. А при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен. Сохранение рабочих мест является ключевым условием программы, поэтому выданные кредиты помогут не только сохранить рабочие места, но и будут способствовать социально-экономическому развитию республики. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90%, государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту. А если будет сохранено не менее 80% работников, будет списано 50% задолженности. Банк предоставляет бизнесу и другие меры поддержки. Так, в рамках госпрограммы предоставлены льготные средства на выплату заработной платы сотрудникам. На сегодняшний день было выдано уже 18 кредитов на общую сумму 112 миллионов рублей, а также 50 кредитов реструктурировано на общую сумму 460 миллионов рублей, как по собственным программам банка, так и в рамках мер государственной поддержки. Дмитрий Тимыров, Владимир Павлов, Якутск. Рекордный уровень в плюс 38 градусов жары зафиксировали в Верхоянском районе Якутии. Подобные температуры наблюдаются впервые за всю историю метеонаблюдений. Самую высокую ранее регистрировали в июле 1988 года. Она составляла 37,3 градуса тепла. По словам специалистов, подобные температуры на полюсе холода вызваны теплыми массами, которые принес на территорию северных районов Якутии антициклон. Как отмечают синоптики, похолодание ожидается ближе к концу текущей недели. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.